Выполнение годового плана на 102,9%, добыча около 2 миллионов 160 тысяч тонн черного золота, индексация заработной платы. Все эти достижения нашли отражение в докладе начальника НГДУ «Нурлатнефть», депутата Госсовета Республики Илгиза Салихова. Я хочу поблагодарить всех работников НГДУ, смежных и сервисных предприятий, можно сказать, рекордным приростом добычи нефти за последние 10 лет. На Шалсинском месторождении сверхвязких нефтей добыто 73 300 тонн нефти, что выше уровня 2011 года почти на 70%. Среднесуточная добыча по данному участку декабря 2012 года составила 274 тонн в сутки. 82 делегата со всех цехов не только подводили итоги, но и обсуждали проблемы, вопросы качества строительства новых скважин, сокращение количества прорывов, сбои в работе компрессоров, наряду с достижениями освоения 1 миллиарда 400 тысяч рублей на капитальное строительство, прокладка 17 километров нового нефтепровода к Чернозерскому месторождению и смелые планы на 2013 год в освоение Ашальчинского месторождения сверхвязких нефтей, куда планируется вложить более 3 миллиардов рублей и создание дополнительных рабочих мест. То, что касается работы, которая на Ашальчинском месторождении проводится, это та работа, она, в общем-то, как для примера для всего сегодня топливно-энергетического комплекса России, наверное. Это как раз найти какие-то технологии для добычи нефти, таких сверхвязких нефтей. И запасы, которые сегодня находятся по сверхвязким нефтям, НГДУ «Нурлатнефть» и Соломпа Татарстана, это громадные запасы, и поэтому, конечно, сегодня нужно обучать. То, что касается кадровой политики, мы, в общем-то, говорим, что необходимо сегодня обучать тех людей, которые работают сегодня на предприятиях, и искать те зарубежные технологии, которые сегодня есть, и оборудование, зарубежные технологии, поэтому и обучать людей, которые будут здесь работать на Нурлатнефти, для того, чтобы они работали для других предприятий, для других НГДУ, для других предприятий, в том числе вот для, я уже говорил, на Ромашкинском месторождении, на Новоилховском месторождении. Поэтому я, конечно, поддерживаю, чтобы увеличили вот эту численность сегодня здесь, именно как школа кадров для подготовки специалистов в области добычи сверхвязких нефтей, салон для компании «Татнефть». Но можно еще отметить то, что сегодня решением и президента Республики Татарстан сегодня создана в Казанском федеральном университете тоже кафедра, которая будет обучать именно молодых, то есть студентов уже именно для технологий добычи сверхвязких нефтей. То есть на уровне сегодня правительства, на уровне нашего вот именно президента уже такая поддержка есть именно подготовки кадров для работы именно в этой области с добычей сверхвязких нефтей. Всего на текущий год свыше 5 миллиардов рублей планируется освоить на строительство 2 РВС, прокладку дорог, строительство водоводов и газопроводов. За прошлый год средняя заработная плата рабочих выросла на 21%, а с января поднялась еще на 10%. О социальной защищенности и условиях соблюдения коллективного договора докладывали председатель профсоюзного комитета НГДУ Ринат Мухамедзянов. Все льготы, согласно коллективного договора, выполнены. За прошлый год проложено 30 километров промысловых автодорог, построен дом оператора на Чернозерском месторождении. Цифры и факты из докладов главных специалистов предприятия убедительно свидетельствуют о том, что резервы и возможности для увеличения объемов нефтедобычи и переработки есть. За 2012 год переработано 4 миллиона 586 тысяч черного золота с учетом нефти, добываемой малыми нефтяными компаниями. По состоянию на 1.01.2013 года остаточные извлекаемые запасы по НГДУ составляют около 100 миллионов тонн. Работа 14 бригад по добыче нефти сопряжена всегда с большими трудностями, и организация условий труда является важным моментом в работе операторов по добыче нефти. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить руководство нашего управления за строительство дома операторов на Чернозерском месторождении. В нашем управлении во всех бригадах имеются капитальные дома операторов. Те вложения, которые мы сегодня вкладываем в производство, они не только 2000, они это в этом году оправдается. Вот Раиса Алихович, я не привел в докладе, потому что за экономию времени, новые технологии по бурению скважин. Вот сегодня у нас пробурена одна уже скважина по этой технологии, сегодня идет освоение этой скважины, и мы ожидаем оттуда кратное увеличение нефти. Это уже те вложения, которые мы внедрили в 2012 и 2013, они уже дают результат.
Сегодня будет еще другая скважина. Это с глубиной, Марат, главный геолог сказал, 600 метров горизонтальный ствол. Там будет спускаться фильтр Стронок. Это вот, и будет спускаться Пакер фирма там. Это американская фирма. А недорогая. Это дорогая скважина. Мы читаем, что мы тоже, ну если не 2 раза, 1,5 раза увеличим добычу. А те уже вложения, которые будут внедряться на Шалшинском месторождении сверхвязкой нефти, конечно, там попозже будет отдача, ну, не к 2000, через 2-3 года мы почувствуем. Экология и охрана окружающей среды на главном плане. За прошлый год утилизировано свыше 20 миллионов кубов попутного газа, а с начала этого года ужесточены требования по содержанию сероводорода в товарной нефти. Для нейтрализации ядовитого газа необходимы дополнительные инвестиции. Но это внутрикорпоративные проблемы. Огромная благотворительная помощь нефтяниками оказывается Нурлатскому району. Только за прошлый год 5 миллионов рублей выделено на реконструкцию водопроводов в деревнях района, 10 миллионов на строительство фонтана в городском парке. Со словами благодарности к нефтяникам обратился глава района и города Наиль Шарапов. Он отметил, что экономика района на 60% зависит от нефти. У нас есть все основания для того, чтобы, значит, вот такие слова благодарности довести до руководства Татнефти. Действительно, нефтяная промышленность для Нурлатского района – это локомотив, как бы сказать, потому что мы зависим от нефтяной промышленности на 60 и более процентов. Все поступления и налоговые, и в социальном плане весомые поступления, конечно, за наши нефтяники. В заключении итогового собрания коллектив НГД «Нурлатнефть» был удостоен почетной грамоты открытого акционерного общества «Татнефть» за лучшую новогоднюю елку. Также были избраны делегаты на итоговое собрание всего открытого акционерного общества, которое состоится 28 января в нефтяной столице республики, городе Альметьевск. Раньше, когда бываешь на собрании, много вопросов было. Именно не хватает то-то, то-то, то-то. Вот, условий труда, условий там... транспортной не хватает и так далее, и так далее. Сегодня таких вопросов практически нет. Я вот начальник ЦИЦ выступил, он сказал, что сегодня во всех бригадах построены операторские дома. Я не комнаты, а дома. Там все условия есть. Там если можно подсушиться, можно душ принять, можно тот же, будем говорить, аэросани, который применяется во всех бригадах, несколько штук, поставить туда в теплых условиях, утром встать, завести и уехать. Сегодня даже встал вопрос на третьем промысле, они просят велосипеды для обхода. Мы поддерживаем ее, мы решать будем этот вопрос. Поэтому таких вопросов, там есть вопросы по строительству дорог, конечно, к устам скважин. Мы вот сказали, ежегодно занимаемся этим вопросом. 30-40 километров мы капремонт и новые строительства ведем. Мы думаем, этот вопрос тоже мы решим. И поэтому, исходя из этого, вот как ведется эта работа, сказал глава администрации социально ориентированной компании, народ это чувствует, наши работники, они адекватно реагируют.